Женщина и ее подельник ночью проникли в супермаркет в Караганде по улице Ленина и забрали деньги с двух касс. Им хватило 30 секунд, чтобы вынести кассу. На видеозаписи видно, как вошли двое людей в черной одежде. В руках у них монтировки. Мужчина ловко взломал монтировкой кассу и унес ячейку. А женщина не смогла это сделать. Он подошел и помог ей. Предполагается, что женщина и ее спутник за ночь обчистили 3 магазина. Все в центре города. Но полиция пока высказалась только о краже в супермаркете по улице Ленина. Факт организации группы лиц заведомо безвыигрышной лотереи, проводимой в социальных сетях, выявлен в Алматы. Указанная группа в период с 23 февраля по 23 апреля 2020 года, под предлогом организации в социальных сетях розыгрыша ценных призов в виде 4 автомашин, 2 седана и 2 джипа, однокомнатной квартиры в Алматы и бытовой техники, проводили фиктивную лотерею. Фактически таких призов в собственности организаторов лотереи не имелись. Для обмана и убеждения участников арендовали 4 автомашины у частных лиц. Посредством рекламы в интернет-пространстве реализованы более 20 тысяч лотерейных билетов по цене 9900 тенге за 1 единицу, сообщили в пресс-службе по городу Алматы. В ведомстве дополнили, что в настоящее время в отношении ряда лиц начато досудебное расследование по статье 190 часть 2 пункт 1 «Мошенничество группой лиц по предварительному сговору». Кроме того, организаторы лотерейной игры сотрудниками Департамента полиции города Алматы за нарушение режима чрезвычайного положения привлечены к административной ответственности по статье 476 КАП Республики Казахстан. Житель Карагандинской области пытался провести невесту в багажнике автомобиля через блокпост. Полицейские, несущие службу на карантинном блокпосту, остановили водителя Ауди, в багажнике которого пряталась его невеста. Во время осмотра авто в багажнике полицейские обнаружили спрятавшуюся там 35-летнюю женщину. По словам водителя Ауди, это была его невеста, на которой он собирался жениться, говорится в сообщении полиции. В отношении нарушителей составлены административные протоколы по части 1 статьи 476 «Нарушение режима чрезвычайного положения». Каждый из них по решению специализированного административного суда подвергнут штрафу в размере 27 780 тенге. Девушка пыталась спрыгнуть с балкона с 6-го этажа в Нур-Султане. По информации столичного департамента полиции, вызов на пульт 102 поступил 23 апреля в 8 утра. В течение 3 минут на место происшествия прибыл наряд полиции в составе инспекторов полка патрульной полиции Берика Акказова и Фархада Тукенова, где они обнаружили девушку, пытавшуюся спрыгнуть с балкона. Под балконом остался Фархад Тукенов, который стал уговаривать ее не совершить роковой шаг. Другой сотрудник поднялся на 6-й этаж и, не теряя времени, выбил закрытую на замок дверь. Счет шел на секунды, и было понятно, что девушка настроена решительно и готова броситься вниз. Незаметно подобравшись, я подошел к окну балкона и схватил ее за ремень на брюках, а затем за ноги. В этот момент я не думал, что это риск для нас обоих, так как мы могли упасть вниз. Я, как полицейский, должен был принять решение и спасти жизнь человеку, рассказывает Берик Акозов. Продолжая тянуть, полицейскому и соседу, подоспевшему в этот момент, удалось затащить ее назад в квартиру. 24-летнюю жительницу столицы доставили в управление полиции района Байконур для дальнейшего разбирательства. В Алматы 21-летняя девушка против воли вовлечена в проституцию. Как отмечают в департаменте полиции, в этом преступлении подозреваются 3 женщины, работающие в интим-индустрии. Установлено, что их жертвой стала 21-летняя гражданка. Она обратилась в полицию самостоятельно, когда удалось сбежать из съемной квартиры, где ее удерживали и заставляли заниматься проституцией. Угрожали ей тем, что расскажут родителям, чем занимается их дочь. В настоящее время эти женщины привлечены к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного статьей 308. Вовлечение в занятия проституцией. Наверное, половина состава Алматы из капитанов, именно из мусоров. Такие пи***цы конченые. Особенно те, которые вот здесь на перекрестках в основном стоят, блядь. Г***ные ебаные, блядь. Пи***цы вы, сука, ебаные. По своим действиям я приношу глубокие извинения перед всеми гражданами Республики Казахстан и сотрудниками полиции. Прошу вас понять меня, простить.
но я готов нести полную ответственность по установленному закону Республики Казахстан, по всей строгости закона. Извините, пожалуйста. Ну я рад за тебя, что ты мне сделаешь? Уважаемый, документы Давай, предъявите, не гони. пожалуйста. Вон, иди, он не поинтересуйся, кто Ну, вы сейчас гонишь, повиновение оказываете. А? Что я тебя, блядь, трогаю, что ли, я Вы все материтесь? Я тебя, руки, убери. Ты знаешь, кого ты трогаешь? Это, ты, я тебе отвечаю, я узнаю, где ты живешь. Я тебя, посуну, Амир меня зовут. Ты, я поинтересуйся, кто это. Во втор хоть сюда. Ну потому что, я тебе говорю, ты, меня поинтересуйся, я ты стоишь, я твой, понял? Я тебе конкретно говорю. Ты вообще кто такой, Харчок, я Пабло Эскобар здесь, знаешь такого, не с тем связал, я сажу, Умаров Амирхан Нуржанович, 90-го года рождения, проживая в городе Нур-Султан. Вчера утром был задержан сотрудниками полиции во время карантина, где я очень сильно их оскорбил, нецензурно ранее выражался. Прошу прощения у всех жителей, у сотрудников полиции. Такое впредь нигде не повторится. Для меня это было большим уроком. Извините меня, пожалуйста. Полицейские по горячим следам задержан угонщик автомобиля. Жительница Нур-Султана, оставив на парковке торгового дома свою автомашину с детьми 9 и 13 лет, направилась в магазин. К оставленной без присмотра автомашине подошел неизвестный мужчина и, распахнув двери, приказал детям покинуть салон, после чего, сев за руль, угнал автомобиль, скрывшись в неизвестном направлении. Для задержания угонщика департаментом полиции был введен план «Перехват», в результате которого преступник был задержан в течение 7 минут. Полицейские установили личность угонщика, 50-летний житель столицы, ранее привлекался к уголовной и административной ответственности. На момент совершения преступления находился в нетрезвом состоянии. По данному факту ведется досудебное расследование по статье 200 «Неправомерное завладение автомобилем». Задержанный водворен в изолятор временного содержания департамента полиции города Нур-Султан.